Так, у меня есть два места Писания, Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. Как вы думаете, что это за места Писания? Там одна и та же притча. На самом деле это даже не притча, это сложно назвать притчей, это такая аналогия, которую Иисус проводил. Знаете, вот это вот Евангелие от Матфея, 25 глава, Евангелие от Луки, 19 глава. Это место Писания, где Иисус рассказывает о трех мужчинах, которым Он выдал таланты. Но на самом деле там про таланты другие сказано, как об денежном эквиваленте. Но это так созвучно сегодня с тем, что по-настоящему Бог дал каждому из нас. У каждого из нас есть какой-то талант. У каждого из нас есть какие-то дарования, способности, скиллы. Как хотите это называйте. Кому какое слово подходит больше всего. Так вот, каждый человек, приходящий в Царство Божие, приходящий в церковь, он одаренный человек. Потому что он был создан изначально Богом с какими-то вложенными в него талантами. Ты и я, мы люди, даже если, может быть, мы не знаем своих талантов, даже если нам кажется, что мы вообще бестолковые и неталантливые люди, даже если у тебя такое мнение, я хочу тебе сказать, это неправда, потому что Бог создал тебя человеком. Римлянам 12 глава, там написано, что каждый из нас с рождения имеет какие-то таланты. Каждый раз. Я размышлял над этим и думаю, Господи, если бы все таланты, которые были приведены Тобой в церковь, если бы они все заработали, я даже не представляю, что было бы сегодня с границами Царства Божьего. Куда и как далеко бы это Царство Божие продвинулось и раздвинулось. Как много разных проектов, как много разного рода служений и действий могла бы сделать церковь. Но есть что-то, что с этими талантами, во-первых, это когда мы приходим, это уже у многих есть. А во-вторых, когда мы идем за Христом, это как будто бы появляется то, что засыпает наши таланты. И я хотел бы поговорить сегодня об этом. Есть несколько камней, которые внутри каждого из нас, и эти камни, они скрывают, давят, удерживают эти таланты. И помните, там 3 мужчины было в этой притче о талантах. Один, который получил 5, он пошел, запустил их в дело, получил прибыль. Иисус хвалит его, говорит, красавчик, ты сделал все верно. То, что ты получил, ты не просто для себя оставил. Ты не просто оставил к моему приходу, ты это приумножил. Второй, который получил, мне кажется, там 2 таланта. Следующий уровень был. 2 таланта. 5, 2 и 1. Почему-то 3-4 пропущено, я не знаю, там какая-то диспропорция, но я уверен, что эта же самая диспропорция, она сегодня существует. Многие люди, они приходят к Богу, у них просто таланты во всем. Я вот смотрю на... Вот парень тут со мной сейчас стоял, вот за что бы он ни взялся, думаю, ну просто какой-то пушка. Вот который, который стоял во время прославления со мной. Музыка, да пожалуйста. Вот там за любое дело, за какое возьмется, да пожалуйста. Делает просто на изи, делает красиво и делает очень многие вещи лучше всех. Это удивительно. Например, лучший раф, который я пил, да, если кто понимает, о чем я говорю, это вот этот парень 13-летний делал. И я думаю, ну как так? Вот за что бы этот человек ни взялся, любая тема, он может просто с нуля и до какого-то уровня очень легко дорастать. Но есть одно но. И знаете, мы очень похожи на этого парня. Многие очень талантливые. Некоторые из нас мы это не отображаем. Мы просто даже этого не замечаем. А некоторые из нас мы в зачатке эти таланты заглушаем и не позволяем им вырасти. Так вот, есть 4 камня, о которых я сегодня хотел бы поговорить. И это те 4 камня, которые нам нужно самим сделать какие-то решения воли, сделать какие-то правильные решения вместе с Господом и сдвинуть это в нашей жизни для того, чтобы Божьи таланты, для того, чтобы Божие призвание, Божьи дары, Божие предназначение для каждого из нас состоялось. Итак, номер 1. Почему? Почему во многих из нас эти таланты и эти дары никуда не развиваются? Мы пришли с ними, потом мы 30-40 лет проходили в церковь, мы ушли на небеса, и эти таланты утащили вместе с собой. И они оказались как будто бы не востребованы для Царства Божьего. Потому что сегодняшний бич всего человечества – это вообще номер 1. Я это выделил, на первое место поставил эгоизм. Это то состояние, когда все
наше естество, вся наша сущность крутится вокруг того, как я себя чувствую, как мне хорошо или плохо, какие чувства я переживаю. И все, что я делаю, оно крутится только вокруг того, чтобы построить хорошие чувства для меня самого. Знаете, служить Господу и делать вещи, которые Господь от нас ожидает. Алина, помните, с чего начала сегодня прославление? Она говорила о разного рода благословениях, но все эти благословения, все эти божественные прорывы, они начинаются с момента, когда ты делаешь первый шаг, и он вообще невыгодный для тебя. Вообще невыгодный. Когда ты оставляешь все, что у тебя было, свой теплый, насиженный дом, гнездо, ты выходишь оттуда и начинаешь совершенно новую жизнь с нуля. Но я вам могу сказать, дорогие друзья, только люди, преодолевающие собственный комфорт, и только люди, преодолевающие собственный эгоизм, они смогут увидеть, как Господь, Бог, будет использовать таких людей для продвижения Царства Божьего. Первое место Писания. Евангелие от Матфея, 20 глава. «Потом к Иисусу подошла мать сыновей Зеведея вместе с сыновьями. Кланяясь, она обратилась к нему с просьбой. «Что ты хочешь?» – спросил Иисус ее. Она сказала: «Вели, чтобы оба мои сына сели, один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве». Вообще шикарная, да. Как и все матери, Алина. Как и все матери. Она такая мама. Неважно, знаете, вот я помню, когда мы поехали первый раз на миссию, мне моя мама сказала: «Денис, а вы хорошо подумали?» Я говорю: «Очень хорошо». Мама живет на небе, поэтому я некоторые вещи могу про нее рассказать. Знаете, она говорит: «А может быть, вы не поедете на миссию?» Я говорю: «А почему?» «Потому что я так хочу с внуками общаться, я так хочу, чтобы они всегда рядышком были у меня под рукой». Мы такие, мы хотим, чтобы вокруг нас все двигалось. Мы все одинаковые, и эта мама ничем не отличается от твоей мамы или от тебя от мамы. Мы все хотим чего-то человеческого, и мы не хотим страданий, испытаний, каких-то трудностей для наших детей, а про себя любимых, конечно, мы точно такого же отношения, точно такого же мнения. «Вы не знаете, о чем просите», — ответил Иисус. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», — ответили они. Иисус сказал им: «Пить из моей чаши вы будете, и крещением, которым я крещусь, креститься будете. Но кому сидеть по правую, кому по левую руку от меня, решаю не я. И эти места принадлежат тем, кому они назначены». Вообще, знаете, он издалека, просто издалека. Если бы ко мне такие люди подошли, я бы их просто сразу бы сбрил, да, это говорят? Отшил, сбрил, поставил на место. Какие-то вещи бы сразу объяснил. Но Иисус издалека какие-то моменты объясняет, вкладывает в них. И дальше, следующий стих, там написано: «Остальные 10 учеников, услышав это, рассердились на братьев. Иисус же подозвал их всех и сказал: вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеет людьми их знать? У вас пусть будет не так». И вот тут он потрясающие слова говорит. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. И дальше, последнее. «Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих». Он взял эту историю, и он на основании этой истории объяснил саму суть служения людям, саму суть вообще церкви и людей, которые являются сегодня церковью Божией. Он сказал, что каждый из нас, мы призваны что-то отдать и чем-то послужить для других людей. Так хочется, чтобы мы пришли в церковь, да, и нам постоянно служили. И нас бы спрашивали: ну как ты себя чувствуешь? Плохо. Ну давай мы за тебя молиться будем. Плохо. Ну давай мы за тебя поститься будем. Плохо. Ну давай мы тебе там $100 дадим в конце концов. Там легче? Уже лучше? Да, лучше. И ты приходишь, да, как бы классно было. Я знаю, у нас бы все церкви здесь в городе были. Все бы собрались. Потому что этот слуг бы, он быстро очень приходил, что там так служат, так любят, так просто благословляют, столько всего дают, столько всем делятся. И все люди, их существо такое, они хотят, чтобы им служили. Все мы одинаковые. Это природа, которая внутрь нас заложена. Мы не хотим служить другим, мы не хотим что-то отдавать другим, мы не хотим чем-то жертвовать для других. Мы хотим брать, получать,
благословляться. Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы нас здесь почитали, чтобы нас двумя руками там здоровались с нами, в щеки целовали, спрашивали, ну как ты? Если плохо, ну чтобы все сразу накинулись, все сразу как-то нам служили. Иисус говорит, вообще другой принцип в Царстве Божьем. Вообще другой. Я одну вещь пережил. 30 там с чем-то лет я верующий уже. 32 будет, да, в этом году. 32 года, из них практически все 32 я служу Господу. И знаете, я видел, что христиане делятся на два лагеря. И эти два лагеря, они радикально разные. Первый лагерь — это такие вот пионеры. Это не пионеры в смысле в галстуках красных, а люди, которые готовы просто брать Слово Божие и идти туда, где никого не было, делать то, что никто никогда не делал. Это люди, которые, знаете, которые готовы самих себя отдать, чтобы каким-то образом угодить Богу, сделать что-то для Бога. Это люди с таким сердцем. И чаще всего ты знаешь, что это люди, которые там 20 лет назад служили Богу, 10 лет назад, сегодня служат, и до самой смерти они будут это делать. Потому что они поняли один принцип. Они черпают что-то от Бога, они получают что-то от Бога, и они хотят этим делиться с другими людьми. Они не хотят это просто для себя складывать в свои житницы и кладовые. Они хотят с кем-то этим поделиться. Они хотят для кого-то быть благословением. Это их философия жизни. А второе сообщество христианское, и особенно это сильно проявляется во втором, третьем поколении пасторов. Это такие, знаете, вот религиозные функционеры, религиозные чиновники. Они приходят на то, что было создано какими-то пионерами, которые отдавали все, которые жертвовали все. И вот они просто хотят пользоваться этим. При этом они хотят иметь погоны, власть, звание, позицию, чтобы их уважали, чтобы с ними как раз-таки двумя руками здоровались. Это люди, которые, они на самом деле не способны жить жертвенной жизнью, они просто способны пользоваться тем, что предыдущие поколения построили. Слышите, о чем я говорю? И если, например, вы внимательны, и если вы тоже очень много лет в церкви, вы, может быть, видели разное количество или разных христиан, вы можете это внутри своего сердца отобразить, что есть люди, которые готовы все отдать для того, чтобы Царство Божие процветало, а другие приходят на их место, и они готовы все забрать, чтобы я и моя семья, мне было хорошо, и я жил бы за счет церкви, и я жил бы за счет того, что предыдущими поколениями было построено. Друзья, вот знаете, вот этот вот принцип, который Христос оставил, это принцип навеки, это принцип для любого служителя, это принцип для любого человека, который встает в какую-то позицию, и который занимает какую-то позицию в царстве. Если у тебя сегодня позиция, ты первый в чем-то, ты служитель какого-то служения, это значит, что ты слуга, это значит, что ты раб для этих людей. Это значит, что твоя ответственность служить этим людям. Когда мы сегодня говорим про мир и про церковь, наша ответственность, переживая Христа, служить этому миру. Не ждите, что мир вас будет там на руках носить, боготворить или благотворить в том числе. Мир будет ненавидеть. Мир будет продолжать ненавидеть нас за имя Христова. Но наша ответственность этому миру служить вопреки всему сложно. Но для этого пришел Иисус, и для этого Он в этой ситуации им эту притчу рассказал. Церковь Божия. Я так сильно хочу, чтобы в ДНК нашей церкви, чтобы в основании нашей церкви было огромное желание каждого из нас стать слугой для каких-то других людей. Не быть человеком, который ищет какой-то позиции, ищет какого-то звания, имени, пафоса, ищет чего-то такого, чтобы тебе какие-то другие люди служили. Просто будь открыт для того, чтобы служить другим людям. Будь открыт для того, чтобы отвечать на нужды, на какие-то трудности, в которых другие люди находятся сегодня, и стать слугой для этих людей. Эгоизм и слуга – это две вообще несопоставимые вещи. И сегодня у нас такой век комфорта. У нас сегодня такое время, когда мы крутим вокруг себя вот эти вот человеческие блага, которыми мы окружены. И мы так иногда боимся, я даже не знаю, какое слово здесь правильно применить. Мы так не хотим от этих благ отказаться. Мы так боимся, что какая-то часть благ от нас уйдет, что мы что-то там недополучим. И
Знаете, вот настоящее Царство Божие, настоящее христианство, это когда ты можешь сидеть на своем теплом диване, и вдруг тебе Дух Святой говорит: встань, пойди вот к этому человеку и послужи ему. Ой, темно, сыро, скользко, голодно, там все плохо, а вот здесь все хорошо. Вот просто оставь свою зону комфорта. Я утрирую какие-то вещи, делаю их очень мелкими, но, знаете, Бог нас призывает сегодня быть людьми, которые делают невероятные вещи и делают эти вещи с дерзновением, но все это всегда будет сталкиваться с твоей зоной комфорта. Если ты хочешь больше жертвовать куда-то, это значит, ты что-то не доел, что-то не донадел на себя, в чем-то не кайфанул, в чем-то не получил то, что к чему ты там привык, от чего-то тебе придется отказаться. Но ты пойми одно: если мы хотим сегодня продвигать Царство Божие, оно на эгоизме никак не построится. Оно строится только на жертвенности наших сердец и наших жизней. Второй камень. Страхи. Вот знаете, любое начинание, которое нам сегодня Дух Святой вкладывает в сердце, это всегда страшно. Вот всегда. Кто из вас когда-нибудь получал от Бога откровение начать новый бизнес? Есть такие? Знаете, как сразу классно, ты сразу сбегаешь со своего дивана, несешься делать этот бизнес, зная, что тебя ждет успех неименуемый. Ага. Разбежался. Первое, то, с чем ты столкнешься, это вот это слово. Это просто вот такими буквами гигантскими будет в голове. Не получится, не сможешь, опозоришься, тебя зачморят, тебя там то, сё, третье, десятое. В долги, да, влезешь, там квартиру продать придется. Что, квартира есть? Есть. Придется продать квартиру. Страх, он, знаете, еще ничего не сделал ты. Ты только решил, что ты будешь делать что-то новое. Он тебе уже такую картину написал. Он тебе уже такое будущее обрисовал. Друзья дорогие, я хочу вам сказать, любое божественное свершение в нашей жизни, любые победы в нашей жизни, они начнутся с того, что ты будешь сталкиваться со страхом и побеждать его. Каждый раз, когда ты делаешь что-то новое в своей жизни, даже прошло уже 32 года, ты думаешь, что ты имеешь иммунитет к страху. Нет, нет. Ты продолжаешь сегодня преодолевать свои страхи. Если люди говорят, что я бесстрашный, это либо безмозглые люди, либо это вруны. Не бывает таких людей бесстрашных. Послушайте честных там бойцов каких-нибудь из ММА, да, там. Послушайте каких-нибудь людей, которые сегодня что-то новое начинают, продвигают. Они говорят всегда: ты первым делом столкнешься со страхом. Любое служение христианское, первое – это страх. То, что тебе придется преодолеть. Я рассказывал эту историю, и она мне очень сильно нравится, когда это была наша первая евангелизация вообще уличная, во всяком случае, моя первая уличная евангелизация, в которой я участвовал. Приехали Кевин и Лесли Макналти из Москвы. Имена, да, какие-то не московские? Да, и они проповедовали Евангелие на улицах. Тогда у нас было это все возможно. И знаете, интересная была такая история. Они приехали к нам в библейскую школу, им нужны были помощники. Они не могли вдвоем проповедовать в наших городах Евангелие. И они сказали нашему директору: слушай, дай нам несколько студентов в помощь. Один будет петь, переводчик нужен, во-первых. Один будет переводить, другой будет петь, третий будет свидетельствовать. И еще нам нужен крепкий парень, который будет таскать наше оборудование. Крепкого парня выбрали меня. И я, слава Богу, сказал, что я не танцую, не пою, у меня нет никаких талантов вообще. Вообще никаких. Я думаю, таскать оборудование я смогу. И мне надо было еще договариваться, знаете, тогда ларечки стояли разные, с ларечками, чтобы я за 20 сомиков у них арендовал электричество. Розетку. И я приходил, 20 сомиков давал, говорил: давайте мы подключим к вам оборудование. В то время 20 сомиков это почти $10 было, чуть-чуть, $5 это было. И я, в принципе, люди соглашались за $5 продать то, что на тот момент вообще ничего не стоило. И знаете, как я распаковывал оборудование, подключал микрофоны, уходил за этот ларечек, и я смотрел, как выходил этот дяденька, который говорил: здравствуйте, дорогие люди, я приехал из Флориды, и он начинал историю. И вот эта девушка вместе с ним. И я думал: Господи,
Какие бесстрашные люди. Я за этим ларечком стоял, дрожал. И я, знаете, вот как этот Петр, которого там трижды подловили, что он с Иисусом был. То его по говору вычислили, то еще по каким-то признакам вычислили. Я думал, Господи, пусть никто не догадается, что я с ними. Конечно, то, что я раскладывал, это случайность. А так, я не с ними. Страшно, очень страшно было. Что подумают люди? Как они ко мне отнесутся? А вдруг они мне сейчас вопросы начнут религиозные задавать? А вдруг они меня сейчас побьют в конце концов? Столько разных мыслей в голове было. И потом был последний день у нас. И Кевин был очень мудрый мужчина Божий. Он такую вещь сказал: сегодня вы делаете все сами. И он сказал: ты, будешь петь. Там у нас был певец на гитаре играющий. Ты будешь свидетельствовать, а ты будешь за больных молиться, на меня показал. И знаете, я сам чуть в тот момент больной не стал. Что такое страх? Знаете, вот страх, он рождает медвежью болезнь всегда. Кто в теме? Но на тот момент я был в шоке. Я думал, Господи, я же ничего не знаю. Я никто, и звать меня никак. У меня ничего не получится вообще. И я помню тогда я там от страха, я столько молился. Я взывал к небесам. Я говорил: Бог, ты мне помоги, пожалуйста. Я про тетеньку вспомнил, которая, как мне казалось, 18 лет страдала кровотечением. Она 12, оказывается, страдала. Я там наговорил про эту тетеньку всякие вещи. Мы очень быстро помолились за больных. Хуже всего, больные исцелялись. Я не ожидал этого. Я вообще не верил, что это вообще возможно. Но когда нам сказали: молитесь за больных, больные еще стали исцеляться. Знаете, мы просто наступили на страхе. И невероятные вещи стали происходить. И потом мы, когда обратно ехали с этих евангелизаций, это все происходило не в Бишкеке, и мы обратно возвращались в свою библейскую школу. И я ехал и думал: Господи, спасибо тебе за то, что все это кончилось. А рядом со мной ехал парень, который как раз-таки он играл на гитаре и пел. И он говорит Кевину: слушай, Кевин, отдай нам свое оборудование, мы в Бишкеке то же самое замутим. Я еду и думаю: какой космический тип вообще. Просто дай за тебя подержусь, чтобы такого же мужества обрести. Евреям послание, 10 глава, 35 стих. Там написано так: не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. Знаете, когда страх приходит, мы теряем не просто мужество. Внутри нас как будто бы мы теряем самих себя. Мы не знаем, что сказать, мы не знаем, как себя вести. У нас такое состояние, лишь бы это все быстрее кончилось. Если Бог, заберешь меня сейчас, я буду тебе благодарен. И вот я еду с этим парнем, и он выпрашивает оборудование, а тот человек говорит: да без проблем, пожалуйста. И знаете, что происходит? Мы берем такси, забираем это оборудование, едем с этим парнем, и тут он говорит такие слова: Денис. Есть некоторое обращение, иногда жена ко мне обращается, или какие-то люди ко мне обращаются, и это не предвещает вообще ничего позитивного, ничего хорошего. И он говорит: я вспомнил. А он был артист театра. У меня же сегодня репетиция в театре. Меня там ждут, он в какой-нибудь там роли находился. И он говорит: меня ждут. Давай, вот оборудование, вот ты все знаешь. Библейская школа, они уже молятся, они уже готовы. Ты все знаешь, вот оборудование, давай, рули всем этим. А я пошел в театр, и он и слился. И я такой с этим оборудованием стою. Знаете, меня привезли к библейской школе, и я иду с этим оборудованием, а сам думаю: Господи, если будет воля Твоя и милость Господня, сделай так, чтобы вообще сейчас что-то там, пожар, как кто-то умер, родился, чтобы что-то случилось. Когда ты наполнен страхами, когда, знаете, вот эти страхи, они из ниоткуда могут браться. Дьявол рисует эти страхи, он рисует картинки. И из-за этих страхов это тебя настолько парализует. Еще ничего не произошло, а ты уже парализованный. И я помню, пришел в библейскую школу, а они там намолились такие: ну что, мы готовы, давай. Почему я? А они говорят: только ты знаешь, как все должно быть. С чего начать, чем закончить. Скажи, что нам делать. Давай мы будем делать. Знаете, мы распределили какие-то вещи. И опять-таки, вопреки всему, люди каялись. Люди исцелялись. И там из-за этого страха была такая ситуация, что я очень быстро всем говорил: поем очень короткую песню, ты очень коротко свидетельствуешь, ты очень быстро говоришь какое-то слово там о спасении, и потом мы очень быстро помолимся за людей и разбежались. Вопреки всему,
Люди каялись, люди исцелялись, и происходили невероятные вещи. Друзья, страх, он никуда не уйдет. А знаете, когда мы соприкасаемся с духовным миром, что вы думаете, весь духовный мир аплодировать начнет? Будут вот такие танцы вам устраивать, что ли, в духовном мире? Всегда обраточка прилетает. Когда ты начинаешь достигать какие-то вещи, всегда начинается противостояние этого духовного мира. Этот духовный мир, помните того мужчину, который 3 метров ростом был? Что он делал? Он 40 дней запугивал Израиль. Израиль был настолько парализован этим страхом, что здоровые мужики, которые там с детства были натренированы бороться с такими голиафами, они стояли и тряслись от страха. Пришел юноша какой-то, белозубый, как розовощекий, с кучеряшками, который там, в принципе, ты на штуке этой можешь только играть. У тебя вид ботаника, не просто ботаника, а у тебя вид миловидный, милашка, парень. И он говорит, вы что, ребят, вы что, вот этого вот необрезанного испугались? И он начинает их вдохновлять, они говорят, иди отсюда лучше. У тебя надмение, у тебя высокомерие. Ты пришел, чтобы понадмеваться сегодня над нами. Он говорит, да я сам могу его рубануть. Какие проблемы вообще? В смысле, да? В прямом, в коромысле, да, охота сказать. Возьму камни, грохну этого человека, который сегодня стоит и надмевается над сообществом Божьим и запугивает его изо дня в день. Знаете, вот многие вещи в нашей жизни, нам просто нужно наступить, нужно начать что-то делать. Начинай бизнес, который ты уже там несколько лет назад получил от Бога как идею. Начинай какое-то служение, начинай куда-то двигаться, начинай что-то новое совершать в своей семье, начинай как-то влиять на тех людей, которые вокруг тебя. Просто открой уста однажды, и как бы тебе страшно не было, начни говорить правильные вещи. Господь говорит в таких ситуациях, ты откроешь уста, я наполню тебя. Ты просто сделаешь первый шаг, а я сделаю невероятное вокруг тебя. 3-я вещь. Это то, с чем ты столкнешься. Это то, что тебе придется побеждать. Покажи нам, пожалуйста. Неполноценность. Да кто я такой? У меня ничего не получится. Да вон есть люди, у которых там больше талантов. Это более достойные люди. Они уже 15 лет в церкви. Они прекраснее меня. Они улыбаются всегда, приходят на собрание. Знаете, как я страдал от неполноценности? Я приходил на собрание и думал, Господи, какие искренние верующие все вокруг. А я просто вот кусок нечистоты какой-то. Потому что я знал свои мысли, я знал вообще то, с чем я борюсь на тот момент. Я знал, что такого вот мерзавца, как я, вот с такими идиотскими желаниями, мыслями, ценностями, которые у меня периодически всплывали, я думал, Господи, ну такого балбеса выбрать, ну это точно ошибка какая-то. Я о себе думал, как об ошибке. И однажды я шел, это то, что Бог проговорил внутрь меня, внутрь моего сердца. Это место Писания, оно ожило внутри. 15 глава, 16 стих. Вот там «Вы меня не выбирали», дальше можно не читать. Знаете, вот я как будто бы иду, и вдруг мне Бог говорит, не ты меня избрал, не ты, это был не твой выбор. Это было не то, что ты там из-за какой-то ситуации прибежал ко мне. У меня был план на тебя. У меня были какие-то желания по поводу тебя, поэтому я тебя избрал. И причем, знаете, тут до меня доходит. Бог-то меня знал таким, какой я есть. Вот со всеми этими ишатскими мыслями, со всеми этим безумием, с которым я сегодня борюсь. Бог это все знал. И Он меня таким выбрал. Значит, Он способен сегодня, во-первых, Он меня любит, во-вторых, Он способен меня поменять. И Он способен меня сделать или поднять на тот уровень, ближе к образу Сына Своего, чтобы я все больше и больше с каждым разом отображал Сына Божьего в своей жизни. И вот это место Писания, оно настолько изменило мое отношение к себе самому. Потому что до этого я постоянно страдал от чувства неполноценности. Что если есть самый последний подонок, это я. Если вот все хорошие в церкви, то есть вот один гадский утенок, это тоже я. Если есть все белые там воробьи, то черная ворона это я. Вот все плохое, это вот точно со мной связано. У меня, правда, потом в другую крайность это немножко. Но это другая вещь, да, совсем. Но знаете, друзья дорогие, вот многие из нас, мы страдаем от нашего состояния неполноценности годами. Я вам просто рекомендую, пожалуйста, ради вашего духовного здоровья и ради вашего духовного роста, возьмите книгу «В нем». Почитайте и посмотрите, что Бог говорит о нас во Христе Иисусе, кем мы являемся. И как Он смотрит на нас через свою жертву и голгофскую кровь.
Посмотрите на это. Если тебе сложно в это верить сразу и принять это сразу, кто ты такой во Христе Иисусе, просто выпиши это себе где-нибудь в самом проходимом месте и начни это говорить, читая это. Мы жили в Караколе, у нас был дом завешен местами Писания формата А4. В каких-то местах там было сказано о деньгах, в каких-то местах было сказано о том, кто мы такие во Христе. Какие-то места говорили и провозглашали о том, что Бог сделал с нами через Голгофский крест, с нашим телом, с нашим исцелением. Это были все те самые вещи, которые мы хотели, которые мы принимали по вере, говоря, глядя на это, провозглашая это ежедневно. И это стало однажды частью моего сердца. Я понимаю сегодня, кто я такой во Христе Иисусе. Люди какие-то могут что-то думать про меня, люди какие-то что-то могут говорить про меня, но мне это не настолько интересно, насколько мне интересно, что Бог сказал про меня. Потому что это гораздо важнее, и это большая истина, чем то, что говорят люди сегодня обо мне. Первое послание Петра, одно из мест Писания про тебя и про меня. Ты род избранный. Скажи о себе: я Денис, род избранный. Я человек избранный. Я царственное священство. Я святой человек. Я человек, принадлежащий Богу. Я призванный возвещать о Его великих делах. И Он призвал меня из тьмы в свой чудесный свет. Я, который раньше не был человеком или народом, теперь я стал человеком Божьим или народом Божьим. Раньше я не знал милости, теперь же я помилованный. Вау! Каждый раз, когда вот, например, я утром начинаю молиться, знаете, вот иногда молитва не идет, ничего не получается, нету слов, которые бы ты мог подобрать, чтобы что-то сказать Богу. Я либо прославляю Бога за то, кто Он есть, либо я говорю о том, что Бог сделал для меня и как Он видит меня сегодня. Знаете, с утра ты иногда себя чувствуешь так, будто ты никакой не народ, никакой не помилованный, ты никакой не святой, никакой не избранный ты вообще. Ты ошибка, случайности, вообще завтра ты отвалишься от Царства Божьего, и от тебя следа не останется. Вот именно в этот момент начинай говорить, кто ты такой во Христе Иисусе. И четвертая вещь, четвертый камушек, который нам нужно просто выкинуть из своей жизни, нестабильность. Вот, оно. Мы недавно там в спортзале с одним человеком общались, и он говорит: прикольно, у меня мое окружение – это люди, которые всегда хотят заняться каким-то спортом. И они, люди состоятельные достаточно, они покупают очень дорогостоящие абонементы. Годовые. И они говорят сами себе: я пойду заниматься, поправлять свое здоровье. И он говорит, их хватает ровно на месяц. Большинство из них. Он говорит, в следующий раз, когда они решат купить, я им просто свое имя подсуну, чтобы они на мое имя купили. Потому что месяц походят, а 11 месяцев я буду за них ходить. Когда-то я столкнулся с таким вот тоже странным, как мне казалось на тот момент, маркетингом, связанным со спортом. Когда очень дешево годовые абонементы распродавали. Я думал, сейчас 1000 людей попрут к ним, 1000 людей понакупают эти абонементы, и как пауки потом будут стоять, каждый там друг другу мешая, как над Ордой. Знаете, вот у нас люди вот так ходят, так же у них в залах будет. Как знающие люди говорят, ага. Я сам попался на эту уловку. У меня, извиняюсь, у меня спортивный бэкграунд был даже на тот момент. Я искренне думал, что я буду сейчас, годовой абонемент же я купил, я сейчас буду конкретно изо дня в день, не пропуская ни одного дня, все 12 месяцев ходить. Мне кажется, на месяц хватило. И эта нестабильность, она касается всего, начиная с нашей духовной жизни. Начиная с наших каких-то духовных обетований или обещаний, которые мы даем Богу. Мы, знаете, нас в воскресенье иногда так цепанет все. И мы говорим: все, Господь, с завтрашнего дня я там с Библией просто неразлучники. Я и Библия, просто вот в одной руке Библия, в другой я. Все, мы просто вот, никогда больше. Не ты первый, не ты последний. Евреям 10 глава, 36 стих. Вам необходима стойкость. Вы знаете, слово «стойкость» — это прямая противоположность слову «нестабильность». Потому что стойкость — это когда ты в трудные, в плохие времена, когда все идет не так, и когда вообще ничто не предвещает результат, ты продолжаешь делать правильные вещи. Есть в нашей духовной жизни правильные вещи, которые ты можешь, например, результат от них сразу не получить.
Например, каждый день я читаю Писание, и каждый день я молюсь. Каждый день я сегодня стараюсь свое сердце посвящать тому, чтобы переживать Его присутствие, переживать Его какие-то сверхъестественные прикосновения к своему сердцу. Я провожу время для этого. И знаете, иногда ты вот там какое-то время провел, и у тебя такое чувство, как будто бы ничего не произошло, и ничего не происходит вообще в духовном мире. Особенно, если у тебя есть долгосрочные цели. Кто из вас переживал такое состояние? У тебя есть цели, но ты месяц за месяцем двигаешься к ним, а такое впечатление, будто ты в другую сторону удаляешься от этих целей, и все идет не по плану и не туда. Вот именно в это время Господь говорит, вам необходима стойкость, друзья, из города Бишкек, из церкви поклонения. Вам необходима стойкость, чтобы исполнить волю Божию и получить то, что Он обещал. Давайте посмотрим, что такое быть людьми в духовной, во всяком случае, я сейчас не говорю ни про бизнес, ни про какие-то другие сферы. Духовная жизнь наша. Что такое постоянство? Это Деяния апостолов 2:42. Вот серьезно вам говорю, я молюсь, Алина свидетель, о том, чтобы есть какие-то вещи, чтобы они стали частью как бы ДНК нашей церкви. Вот новый человек приходит, и он бы сразу в это вливался, чтобы это по принятию Христа становилось частью этого человека. И вот я очень сильно хочу, чтобы ДНК нашей церкви было, что мы, как церковь, каждый день твердо держимся учения апостолов, всегда пребывая в общении, преломлении хлеба и в молитвах. 3 вещи. Там в синодальном переводе там более четко, как мне кажется, мне больше нравится тот перевод, там написано, они ежедневно. Они каждый день этим занимались. Каждый день. Каждый день. Я молюсь, каждый день я читаю, каждый день я посвящаю свое сердце тому, чтобы находиться в общении с моим Божьим народом, с моими братьями и сестрами. Я хочу вдохновить вас, дорогие друзья, пожалуйста. Особенно многие из нас, мы очень молодые, мы импульсивные, мы эмоциональные, мы какие-то вещи делаем именно на эмоциях. Пока их чувствуем, эти эмоции, мы понимаем, мы пойдем. А потом, когда что-то пошло не так, когда что-то не срослось, мы начинаем сами себе оправдания придумывать, чтобы сегодня не помолиться, чтобы сегодня не провести время с Писанием, чтобы сегодня общаться хоть с кем, но не с Божьим святым народом, и не пойти на какие-то встречи, на какие-то собрания, которые у нас есть. Давайте сделаем над собой усилия, чтобы просто каждый из нас, когда мы взялись за какие-то вещи, вот это вот духовная жизнь наша, на этом строится, на этом стоит наша духовная жизнь. Если мы это будем игнорировать, если мы не будем в этом стабильны, наша духовная жизнь будет маленькая, ни на что не влияющая. Но если мы будем день за днем делать и твердо держаться этого, поверьте мне, дорогие друзья, мы будем видеть то, что видели эти ребята в первой церкви. Многие почему-то сказочное какое-то Евангелие проповедуют. Они говорят, главное верь. Главное верь и каждый день молись, читай Писание, находись в общении со святыми. Это база. А дальше уже по вере поступать будешь, и по вере будешь получать какие-то вещи. Никуда не денешься. И изо дня в день, из года в год ты делаешь одно и то же, то, что правильно. Знаете, нам же никому не надо объяснять и уговаривать нас, брат, тебе надо есть. Тебе надо есть. Он говорит, надоело мне каждый день есть. 3 раза в день я ем, и что польза от этого? Ну нет же ни одного такого человека, который, знаете, находит оправдание, почему я сегодня есть не буду. Не. И пытается сам себя оправдать в этом. Нет. Мы все едим, потому что мы понимаем, это одна и та же вещь, которую нам надо делать для поддержания жизни. И то же самое, здесь нам надо это делать, даже не для того, чтобы какие-то чудеса, а чтобы у нас духовная жизнь поддерживалась. Первое – это эгоизм. Вот все, что крутится вокруг меня, любимого, родного, все, что создает мне зону комфорта, чаще всего Господь предложит тебе именно отсюда и выходить начать. Второе. Страхи. Любая какая-то цель, которая у тебя есть сегодня в жизни, она столкнется со страхами. Или ты столкнешься, когда захочешь достигать эти цели со страхами. Еще ничего не произошло, а уже куча всего нарисована. 3-я вещь – неполноценность наша. Читайте книгу в нем. Провозглашайте, кто мы такие во Христе Иисусе. Говорите об этом, думайте над этим. Пусть это станет частью вашего образа мышления. И 4-я вещь – нестабильность. Это вообще не наш путь. Ни постоянство, ни стабильность, ни вот все, что связано с тем, что взялся, до конца не довел, бросил на полпути. Ребят, это вообще не наш путь. Правда. Если мы хотим сегодня видеть какие-то божественные результаты, нам надо взять эти камушки, которые придавили наши таланты, выкинуть это и просто позволить Богу растить внутри нас тот Божий плод, который Он когда-то задумал.
Аминь.